Банк России с 1 октября ввел требование проверять знания у непрофессиональных инвесторов перед покупкой какого-либо финансового продукта. Как будет проходить тестирование, эти и многие другие моменты обсудим прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Сергей Коровин, заместитель управляющего отделением Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Что вызывает обеспокоенность у регулятора, на что направлено прежде всего новое требование? Если говорить коротко, требования о тестировании, которое вводится с 1 октября текущего года, направлено прежде всего на защиту интересов неопытных начинающих инвесторов. Ни для кого не секрет, что в последние несколько лет наблюдается настоящий бум на фондовом рынке, причем бум розничных инвесторов, то есть частных лиц. Если даже взять пресловутые индивидуальные инвестиционные счета, то за последний год жители нашей республики открыли их больше, чем за предыдущие 5 лет. Например, если на начало 2020 года количество открытых индивидуальных инвест-счетов составляло где-то чуть более 50 тысяч, то уже к концу 2020 года оно выросло более чем до 113 тысяч, а к 1 октября 2021 года их количество возросло до 142 тысяч. Конечно, регулятор в целом положительно оценивает рост интереса наших граждан к фондовым инструментам, но Центральный банк тревожит то, что не все участники, в кавычках, то есть наши граждане, понимают, что инвестиции на фондовом рынке часто связаны с риском потери собственных средств, и поэтому для того, чтобы осуществлять эти инвестиции, граждане должны обладать определенными знаниями. Вот для того, чтобы подтвердить, что они обладают этими базовыми знаниями и понимают риски, с которыми связаны эти инвестиции, как раз и введено уже это тестирование. Как регулятор проводит градацию по высокорискованным продуктам, да, и те, которые не вызывают такой большой опасности? Вот здесь о чем можно говорить? Да, ну смотрите, то есть действительно каждому инструменту присущ свой риск. Если мы говорим, например, о государственных облигациях, то это облигации без риска, соответственно, вот для того, чтобы совершать операции с государственными облигациями, не нужно проходить тестирование. Но если речь идет о сложных операциях, о покупке сложных финансовых продуктов, например, о проведении сделок репо, то есть с обязательством, что вы покупаете ценные бумаги, потом через определенное время должны их продать по определенному курсу. Либо вы проводите необеспеченные сделки, то есть у вас не хватает собственных средств, по существу ваш брокер предоставляет вам недостающие средства взайм, то вот по таким сделкам, по таким операциям нужно проходить тестирование. Что представляет из себя тестирование и что будет с человеком, да, вот непрофессиональным инвестором, который его не пройдет? Насколько мне известно, это не настолько критически важный момент. Сами тесты разрабатывались Центральным банком совместно с экспертным сообществом, с ассоциациями участников финансового рынка. Ну, основные в настоящее время это две ассоциации: Национальная финансовая ассоциация и Национальная ассоциация участников фондового рынка. Тест представляет из себя набор из 7 вопросов. Они разбиты условно на две части. Первые 3 вопроса – это вопросы по существу на самооценку инвестора. Значит, суть этих вопросов состоит в том, что у инвестора спросят, знаком ли он вот с этим финансовым инструментом, с которым он собирается совершать сделки, как долго, то есть в течение какого времени он совершал операции с этим финансовым инструментом и сколько сделок он заключил за последний год. Вторая часть – это уже специальные вопросы, которые оценивают знания инвестора относительно вот этого финансового инструмента. Их 4 вопроса, и для того, чтобы успешно пройти этот тест, надо правильно ответить на все 4 вопроса. Ну, к слову, вопросы это достаточно сложные. Например, если речь идет о покупке паев закрытого паевого инвестиционного фонда, то у вас могут спросить, как выплата промежуточного дохода повлияет на стоимость инвестиционного пая. Действительно, количество попыток для сдачи теста не ограничено, то есть если вы с первого раза не сдали, то у вас существует возможность повторной сдачи, и каждая эта попытка бесплатна. Следует ли сдавать тестирование для того, чтобы оформлять индивидуальный инвестиционный счет? Индивидуальный инвестиционный счет – это не финансовый продукт, не финансовый инструмент, это разновидность брокерского счета, который предоставляет ее владельцу определенные налоговые льготы, поэтому для открытия индивидуального инвестиционного счета не требуется сдавать какой-либо тест. Вместе с тем, если речь пойдет о том, что инвестор будет приобретать какие-то сложные финансовые продукты, самостоятельно управляя своим индивидуальным инвестиционным счетом, вот как я говорил, там
например, совершать сделки репо или необеспеченные сделки, то тогда ему придется создать этот тест. Кто еще подпадает под эту категорию из продуктов финансовых, да, что можно и не сдавать тестирование? Ну, смотрите, да, есть категория финансовых продуктов, которые относятся к простым и к низкорисковым. Как я уже говорил, это государственные облигации, это облигации предприятий и финансовых организаций с высоким уровнем рейтинга, это акции первого и второго котировальных списков на московской бирже, и это паи открытых интервальных биржевых паевых инвестиционных фондов. Надо понимать также, что по определению тесты не нужно сдавать профессиональным участникам рынка, фондового рынка, то есть это кредитным организациям, негосударственным пенсионным фондам, страховым компаниям, самим брокерам, самим управляющим. Вот им не нужно сдавать такого рода тесты. Значит, в отношении граждан есть еще одна оговорка, что эти тесты могут не сдавать те лица, которые до 1 октября совершали сделки с инструментами, которые вот сейчас подпали под необходимость тестирования. То есть, если вы представите своему брокеру информацию, что совершали такие сделки, то вот такая необходимость у вас отпадет. Каким образом можно подготовиться к тестированию? Да, но прежде всего я бы рекомендовал ознакомиться с информацией, которая размещена на сайтах брокерских компаний и управляющих компаний. То есть это непосредственно, вот так скажем, первоисточник, первооснова. Сами по себе вопросы, которые включены в перечень тех, которые могут быть предложены, они содержатся в приложениях к так называемому базовому стандарту защиты прав клиентов брокерских организаций. Этот стандарт опубликован на сайте Центрального банка. И, безусловно, нужно начать вот с изучения этого документа. Ну и, к слову, можно сказать, что в настоящее время проходит, в самом разгаре, можно сказать, Международная неделя инвесторов. Это такая ежегодная акция, которая направлена на просвещение простых граждан относительно вот, того, как правильно совершать операции на фондовом рынке. Значит, она проходит с 4 октября по 15 октября. Есть расписание этих занятий, этих лекций на сайте Центрального банка на главной странице, и любой может ознакомиться и принять участие вот в этих обучающих мероприятиях. Насколько велика дистанция между непрофессиональным инвестором, который вот сдает тестирование, да, и квалифицированный инвестор? Ну, это, так скажем, достаточно существенная разница, да, то есть квалифицированный инвестор – это не тот инвестор, который сдал тест. То есть надо понимать, что начинающий инвестор, который сдал тест, тест служит, так скажем, цели понять, что этот инвестор вообще понимает суть операции и риски, которые с этим связаны. А квалифицированный инвестор – это все-таки нечто другое. Ну, если говорить по-простому, то есть это человек или организация, ну, давайте о людях будем говорить, да, то есть это человек, который обладает соответствующим образованием экономическим, у него есть опыт работы в финансовых организациях, которые проводят операции на финансовых рынках, да, определенный. Либо это богатый человек, у которого есть активы, ну, или денежные средства и ценные бумаги на 6 миллионов рублей. Вот это две категории, которые могут быть признаны квалифицированными инвесторами. Мы говорим о том, что новое требование Банка России действует уже с 1 октября. Уже можно оценить вот первые дни, да, которые оно действует. Что вы видите? Какую картину? Центральный банк провел специальное исследование, которое было посвящено вот выяснению портрета начинающего розничного инвестора. Значит, в целом о его результатах, если коротко говорить, примерно вот в числе этих начинающих инвесторов примерное распределение 50 на 50 – это мужчины и женщины. Как правило, это люди с высшим образованием, как правило, это люди с доходом выше среднего. Вот это основные, так скажем, характеристики. Про начинающих инвесторов еще очень интересно. Если не ошибаюсь, порядка 14 миллионов начинающих инвесторов у нас по данным Банка России вот зарегистрировано. Да, при этом участники рынка говорят, что это не предел, ожидают даже до 30 миллионов вот этой категории инвесторов. Если мы говорим про то, что Банк России регулирует эту отрасль, стоит ли ждать еще каких-то нововведений, да, ну, в перспективе там 3-5 лет, допустим. И вот что еще интересного видите вы вот, по аналитике? Да, ну, наверное, преждевременно говорить, так сказать, о каких-то очередных нововведениях. Надо посмотреть, как работает вот этот вот инструмент или механизм тестирования начинающих инвесторов. В принципе, как я говорил, он как раз и задумался для того, чтобы снять возможности разочарования при выходе на финансовый рынок. А что касается
Значит, вот характеристик инвесторов, да, ну, надо понимать мотивацию их, вот почему люди идут на фондовый рынок. Как правило, там две основных мотивации. Это поиск более доходной альтернативы банковскому вкладу, то есть когда ставки по вкладам низкие, люди начинают искать большую доходность. И второе, это вот, собственно, интерес и одновременно с этим простота совершения операций на фондовом рынке. То есть сейчас, вот благодаря пандемии, очень активно развились дистанционные сервисы. То есть вы сейчас брокерский счет можете открыть, не выходя из дома, и совершить любую операцию на фондовом рынке, на рынке ценных бумаг, не выходя из дома. Вот это, так сказать, два мотива, которые движут вот нашими, так сказать, гражданами, новичками на финансовом рынке. Но мы ждем развития рынка. Безусловно. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Сергей Коровин, заместитель управляющего отделением Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России. Мы говорили о начинающих инвесторах. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.